Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы пообщаемся с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, нашу сегодняшнюю передачу хотелось бы начать с темы ислама, хадисы, которыми поделились наши зрители. В исламе, в хадисах говорится о том, что ангел не войдет в тот дом, где находятся образы. И еще говорится о том, что в день воскресения наиболее жесткая кара постигнет тех, кто эти образы создавал, и что их в судный день ждут огромные мучения. И в связи с этим наши зрители задают такой вопрос: о каких именно образах шла речь и о каком именно доме говорил пророк? Ну, это продолжение нашей серии за образы, Да, да, Без тема сфер. обширная, широкая. Я понимаю. На самом деле все просто, друзья. Есть единственный дом, который человек может построить для Бога. Это внутри себя. Какие бы мы ни строили красивые здания, как бы их ни обзывали, что это дом Бога и тому подобное. Дом Бога в материальном мире не может существовать, просто не может. Но когда в нас зарождается любовь Божья, когда мы свою любовь передаем миру духовному и получаем уже ответ, то как раз вот это и создает дом, в котором поселяется Бог. Понимаешь? Вот это можно назвать Домом Божьим. Храм нерукотворный. Слышала за такое? Да, да. Да. Это единственный храм, который ты можешь построить. А все остальное, я понимаю, религии, традиции. Давайте проще скажем. Единственный храм, который мы можем построить, это мы сами. Для Бога имею в виду. И если в нем мы открываем двери для Бога, и Бог в нем поселяется, то это действительно наша заслуга. А с чего бы мы ни строили, с дерева, с камня, да с чего угодно, какие-то здания, и как бы мы их ни обзывали, как бы мы их ни украшали, это всего лишь помещение для, для нашего общения, не больше. Разве это может быть домом Бога? Бог разве живет, скажем так, в стенах каменных, в мире материальном и заведомо мертв? Вечно живой Бог? Нет, конечно. И в теле в нашем разве может быть Бог? Простой вопрос. Нет. Но тем не менее в нас, как и в теле нашем, и в физическом, и пусть он энергетический, как бы мы его ни называли, наша энергетическая конструкция, в нас, когда порождается любовь, вот именно порождается нами, то в ответ идет живая любовь. И вот здесь, да, формируется дом Бога. То есть все очень просто на самом деле. А вот этот вопрос хороший, что когда в доме твоем образы, то ангел не войдет. Да. Ребят, здесь тоже очень просто. Как может ангел войти туда, где уже ему нет места? Разве может ангел прийти в дом, в котором живет сатана? Не может. А что такое образ? Образ — это иллюзия, которую создал дьявол, и она там живет. И вот когда мы создаем иллюзии, мы их подпитываем, тратим свою жизнь. Мы ведь не тратим на любовь Божью, на контакт с миром духовным. Мы тратим свою жизнь, свое время, свою энергию на заведомо, даже не мертвое, а заведомо несуществующее, на образ. Как вы когда-то говорили, что образы — это тени. Да, это тени от света, искажающие истину. И разве свет может влиться, чистый, настоящий свет, туда, где есть то, что искажает его, туда, где доминирует тень? Простой вопрос. Конечно, нет, друзья. Поэтому мы много говорили уже за образы, о том, что это, как оно живет. Давайте вот проще. Еще разочек попробуем пояснить, что, как говорили древние, каждому человеку отведена Богом жизнь минимум 1500 лет. И они задавались вопросом, почему люди живут так мало. И ответ был просто изумительный.
Бог, Он очень добрый и щедрый, и Он наделяет нас всем. И длинной жизнью, очень длинной, и счастьем, и радостью, и здоровьем, всем наделяет. Но почему ж у нас так происходит? Почему мы живем мало? Почему мы болеем? Почему у нас нет покоя, счастья и радости? Вот хороший вопрос, да? Ведем неправильный образ жизни. Что значит неправильный образ жизни? Надо правильно питаться, достаточно спать, отдыхать, как-то себя любить, заботиться, как-то аккуратно эксплуатировать свое тело, да? Психоэмоциональное состояние. Ну, психоэмоциональное состояние, мы должны быть всем довольны, да? Но опять-таки, наше психоэмоциональное состояние, оно зависит от внешних факторов. Да? Вот нас, если окружает хороший коллектив, прекрасный, в котором нам хорошо, в семье, где друг друга уважают, где все прекрасно, друг о друге заботятся, все замечательно, да? Вот так должно быть. Ну, кто-нибудь из вас видел такие идеальные условия в реальной жизни? Нет в этой системе ничего совершенного, да? Совершенно правильно. Да. Мы сейчас Она уже деформирована уже в буквальном априори. смысле фантазируем. Почему? Если семья, ну, скажем, там даже из 3 человек, и если они не занимаются собственным духовным развитием и не достигли каких-то уже результатов, идеальными они не могут быть. Ну просто не могут быть. Почему? Потому что у них образы, у них эмоции, они раздражаются, они борются за альфу, все время противостояние и все остальное, как и в любом коллективе. В буквальном смысле слова. Даже ребенок пытается доминировать и воевать за наше внимание, да, взрослых. Но это уже привлечение внимания. Даже если мы понимаем все, мы уделяем ему внимание, мы знаем ровно столько, сколько положено, его бесенку, чтобы он рос, да, и тому подобное. То есть мы грамотные, умные, в духовном плане зрелые, а ребенок он нестабилен. Он уже нестабилен, он уже создает массу провокаций, он живет образами. Разве учит у нас кто-то детей правильно развиваться? Никто не учит в потребительском формате. Это действительно так. Вольному воля, да? И ребенок вольно пытается фантазировать, особенно первые 5 лет, там 5-6 лет до первичного всплеска, да и бессмысленно что-то делать. Скажем, как-то воспитывать. Не бессмысленно, нет. Это и нужно воспитывать, нужно рассказывать, объяснять и все остальное. Человек должен духовно пробуждаться, но ребенок не чувствует себя как личность. Ведь первый срок, он действительно личность себя ассоциирует с сознанием. И отделиться она может от по-взрослому, скажем так, уже или ближе к вторичному всплеску, или после. То есть человек уже делает выбор окончательный, как ему жить, с Богом или с дьяволом, уже ближе к вторичному всплеску. То есть где-то вот в это То время. есть такие детки неподготовленные, скажем, и не знающие другую сторону, чувственный опыт и чувственное восприятие в моменты, когда происходит первичный всплеск, вторичный всплеск, то есть еще больше закрепляются на уровне сознания. Да, и вот давай просто глянем, как дети растут, да? Ведь у них игры, фантазии, они разговаривают с вымышленными друзьями и все остальное. То есть они очень сильно тратят то, На что воображение. нам бы хорошо пригодилось с годами, то есть свою жизнь. На воображение. Они создают много. Почему? Вот как раз вторичное сознание, развиваясь, оно учится манипулировать личностью. Все очень просто. И человек — это единственное такое существо в этом мире, которое способно оживлять иллюзии. Ведь у животных этого нет и быть не может. Да, более развитые животные, они тоже мыслят образами. У них есть примитивное мышление, но у них нет фантазии, которой обладают люди. О. Почему? Простой вопрос. Потому что они не обладают тем, что реально дает жизнь. Человек в некотором смысле, это неправильно, но человек в некотором смысле богоподобен, потому что в человеке есть часть от мира духовного. То, что мы тратим, скажем, на обретение жизни должны тратить, но мы тратим на то, чтобы оживлять образы в голове. Вот никто об этом не задумывается. А в действительности образы — это не продукт нашего головного мозга. Нет. Образы, они порождаются в нашем головном мозге, и мы можем это видеть, скажем, внутренним зрением нашим, да? Любой человек видит. Но простой пример. Когда мы боремся или за доминацию в коллективе,
и есть какой-то конкурент. Или мы пытаемся завоевать кого-то. Молодежь, любовь и все остальное. Мальчик девочку, девочка мальчика. Что происходит? Постоянные разговоры, постоянное общение Подпитывание с этого. образом этого человека. Или у кого-то возникает спор. Да? Неважно, где вы, друзья, на работе, дома, в семье, где-то, неважно. Вы наткнулись на более сильного демона. И начинается игра бесед в голове. Поддерживается этот микропоединок, продолжается, да. Да. И мы что-то доказываем, мы рассказываем. То есть мы вначале создаем образ несуществующего человека. Еще раз говорю, есть конкретный человек, но мы создаем образ несуществующего человека. Фантом. Фантом в буквальном смысле слова. Он не существует в материальном мире, но в то же время он существует в тонкоматериальном мире. Он реально существует. Мы с ним разговариваем, мы тратим на него энергию собственной жизни. Он живет за наш счет. Это крайне выгодно самой системе. Это выгодно нашему сознанию. Почему? Мы оплачиваем ценой собственной жизни, мы оплачиваем иллюзию. Ну разве не так? А еще, знаете, в голове же человека, когда создаются такие сценарии, теряется грань, где реальность, а где выдуманная вот эта игра с фантомом и диалог с фантомом. И тогда накладываются, безусловно, определенные какие-то или требования к этому человеку в реальной жизни. Плюс еще мы эмоционально расстраиваемся. Почему? Да. Когда мы при встрече с реальным человеком, мы уже выстроили разговор. Да. У нас готовый диалог, и должен быть готовый результат. А все идет не так. Выстроены Почему? взаимоотношения в голове, которые Конечно. в реальности, безусловно, не соответствуют. И Почему? никогда не будут. Потому что мы сталкиваемся с бесом, равным по силе, или же еще сильнее. Так же? Ну, если мы называем сознание религиозным языком, там, бесом, шайтаном, не имеет значения. Ну так же. И вот здесь смотри, что интересно. Если наш бес сильнее, а нашего собеседника слабее, то все будет развиваться практически так, как мы это все спланировали. И кто этого не замечал. Вот это и есть результат. То есть, если мы научились наблюдать, как наблюдатель, даже с позиции первичного сознания, а еще лучше с позиции личности, когда мы уже обладаем определенной степенью свободы, то мы замечаем все эти шаблоны, мы замечаем игру нашего сознания, мы замечаем, что такое фантомные образы в нашей голове. И вот тогда мы четко поймем, почему ангел не может возродиться. То есть мы не можем стать ангелом, если мы работаем на сатану. Это нереально. И еще мы тратим собственную жизнь. И вот здесь ответ кроется. Еще древние об этом говорили, что мы на наши иллюзии, создавая заведомо мертвое, мы тратим живое. И потом, извините, живем настолько мало, что порой не успеваем что-то сделать здесь для себя. Но это же наша вина. Да. Игорь Михайлович, а вот такой вопрос. Вот человек насоздавал себе, скажем, образов каких-то, и человек понимает, что это плохо. И такой вопрос задают ребята. А можно ли полностью, скажем, избавиться от этого образа? Можно ли просто вычеркнуть его навсегда из памяти, из сознания? Отформатировать, да? Отформатировать, да. Отформатировать память можно. Мы понимаем, что нужно время для того, чтобы от активного, сильного образа, ну скажем, от того фантома, которого ты создал и который над тобой уже доминирует, для того, чтобы от него избавиться, нужно время и усилия. Но вопрос в том, избавишься ли ты от него навсегда или нет? Ну, конечно, нет. Ты можешь его деактивировать, но полностью его исключить не сможешь. И он все равно будет существовать, все равно он будет кушать твою жизнь. Ну, не так активно, как кушал, когда был активен, правильно? А кушал кого? А кушал человека, того, кто его создал. Поэтому, друзья мои, знаете, главное не быть обедом даже для собственного воображения. И все будет хорошо, правильно? Да. Вот такие вот дела с этими образами. Не заметишь, как пельмешкой станешь. Так что отформатировать память можно. Только от образа, от того, которого вы создали, вы уже не избавитесь никогда. Вы его будете кормить ровно столько, сколько будете существовать сами здесь, в теле.
И ваша прана или там энергия жизни, скажем, будет распределяться в том числе и на него. Вопрос в том, будет ли он активен или не активен. Ну вот некоторые скажут, это нереально, можно избавиться там, ну, что вы рассказываете. Друзья мои, мы в данном случае рассказываем абсолютные факты, которые подтверждаются многочисленными экспериментами. И сомневаетесь, проэкспериментируйте. Но для этого нужен всего лишь хороший гипнолог, ваше согласие, и вы увидите, сколько всплывет даже из вашего детства. Всего лишь навсего. Разве образы, которые создает ребенок, они куда-то исчезают? Нет. Они растут вместе с ним. И таким образом мы порождаем целый легион тех, кто живет за нас. И поэтому из 1500 лет, отведенных нам на жизнь, мы живем очень-очень мало. Потому что за нас живут очень многие. Вы знаете, благодаря вашим объяснениям вы когда-то говорили, что образы, они подобны определенной программе или определенному файлу на компьютере. Конечно. Что Это даже... ж тоже так, да? Вот есть файл, неважно что, написала стихотворение, нарисовала рисунок в компьютере. Ты его отключила, но он сохраняется. Почему? Благодаря чему? Благодаря тому, что там сохранена энергия. Да? Он потребляет энергию? Потребляет. Если он не будет потреблять энергию, он просто исчезнет. Но он же не исчезает. Другой вид энергии. Конечно. Но какая разница? Энергия — это энергия. Да, она имеет, скажем Но так. он там есть, да. Конечно. Пока электричество не Пока будет подведено есть. и твоим выбором не Да. распаковывается. И если мы опять, вот как ты говоришь, собственным выбором подключаем энергию к тому образу, он опять становится активен. Да. Деактивировать его можно и нужно. Не должны вот образы доминировать в головах людей, потому что они очень-очень сильно вредят. Поэтому в исламе об этом открытым текстом говорится, и очень много. И пророк Мухаммед, он очень много уделял этому внимания. Но что произошло? Как люди взяли это и извратили. То есть понимание, что в доме не должно быть образов, да, для того, чтобы с Мухангела войти, люди из своих жилищ просто убирают всякие образы. Картины, еще что-то. Ну, друзья мои, вот у нас всегда так. Все внутреннее, то, что касается духовного пробуждения, роста, оно все переводится в какую-то материальную плоскость. Мы с удовольствием можем это делать, да, вот во внешнем. Убрать все картинки, телевизоры, все убрать, даже там телефоном не пользоваться. Мы это можем для того, чтобы вот обрести рай. Так же? Да. Но то, что в нас, мы это воспринимаем как свое. И не понимаем, что то, что говорили нам великие, и то, что действительно отнимает нашу жизнь, это банальная картинка, это то, чем мы живем, а не то, что мы вешаем на стену. Ведь если на стене это не висит, или если человек убирает различные внешние впечатляющие образы, то, скорее всего, сознание со всей силой обрушивается внутри него. 100%. Еще больше усилий. Тут оттуда это все и породилось. Понимаешь? А вот такой еще вопрос, Игорь Михайлович. Когда человек идет по духовному пути, происходит внутренняя трансформация человека, происходит внутреннее преображение, открывается колоссальная сила души. И вот как многие говорят, что человек начинает уже видеть истинную реальность и сталкивается с духовным видением. И вот в связи с этим вопрос, который часто задают нам: а что такое духовное видение и как понять, что оно у меня уже есть? Вот насколько я духовный, да? Да. Это частый вопрос. Есть друзья. оно или нет у меня, это духовное видение? И вот здесь тоже путаются люди, и очень часто. И есть понятие внутреннего зрения, да, то есть вот мы образы ж видим, мы с ними беседуем, ну как будто там, не знаю, в кинотеатре сидишь, что-то, ну, или закрыл глаза, такое ощущение, что вот рядом. Это наше внутреннее зрение. А духовное видение — это совершенно другое. Вот в духовном видении не возникает образов. Вот в чем оно? Оно дает четкое понимание и знание, да? Оно, когда люди начинают рассказывать, что они видят и тому подобное, это банальная магия. Это как раз подыгрывание системы. Открытие третьего глаза. Да хоть 10-го. Да.
Понимаешь? Ну, это просто баловство от системы, но этим она сбивает. И вот ну, мы не поддерживаем то, чтобы об этом люди говорили и делились. Многие это знают из наших друзей, кто действительно занимается, стоит на духовном пути, и мы как бы накладываем табу на то, чтобы люди не распространялись о своих внутренних переживаниях и уж тем более о каких-то экстрасенсорных проявлениях или еще чем-то. Почему? Потому что это является настолько заразной вещью для других людей. Ну и опять-таки, знаете, фантазии человеческие, казаться, а не быть, и многое другое. Ну, все ж мы знаем, что некоторые довольно слабые личности, они этим балуются, скажем, вот, чтобы не было вот этого баловства, непонимания. Поэтому мы просим людей, когда они сталкиваются с такими проявлениями на духовном пути, когда шайтан открывает им, ну, скажем так, внутренний взор, да, и человек способен что-то видеть реально. Ну вот реально люди видят, что может происходить где-то. Предвидят завтрашний день. Ну сколько такого? Ну это ж много. Или еще лучше, да, когда это тоже часто бывает. Вот многие рассказывали, заходят в помещение, посидели, пообщались, вышли, и потом им рассказывают: вот ты пришел, а у меня голова перестала болеть, или вот ты пришел, и нам прям так весело, хорошо стало. Понятно, когда человек работает над собой, он является источником ну, неких сил, которые он излучает, скажем так, божественных сил, аллат. Конечно, если он рядом, то у некоторых людей может все проходить. Да. У некоторых людей даже, скажем так, и образы исчезают в голове в присутствии такого, а у некоторых наоборот еще сильнее, безбесится еще сильнее. Да. Ну, скажем, тех меньшинство. Большинство действительно людей испытывают, ну, скажем, такой вот подъем настроения, лучше самочувствие становится. Это нормально, это закономерно. Но беда в том, что некоторые наши друзья начинают считать, что это как дар Бога, знаете, путают грешное с праведным. Это не проделки шайтана, а дар Бога. Этап определенный духовного развития, и если к тебе такие способности не приходят, то, скорее всего, ты либо не дорос, либо не И интересен такое системе, бывает. да, то есть что ты не дозрел еще до того, И чтобы… такое бывает. Или злоупотребляют этим, сворачивают. Ну, система для чего дает такие ну, заманушки, скажем так? Это пряники на дороге, да, которые благодаря этим пряникам, знаете, вот как маньяк заманивает ребенка, вот конфетка там, пряничек, идем со мной, у меня дома игрушки. Вот точно так же поступает и система. Человек идет по духовному пути, остается немножко, он уже начинает зреть, а ему тут система начинает: а вот тебе экстрасенсорные способности, а вот здесь ты можешь чувствовать людей, а вот здесь ты можешь понимать, о чем они думают, не слышать мысли, а понимать. Это разница огромная, понимаете. Плюс ну, что-то видеть, что-то предвидеть. Такое баловство от системы. Почему? Потому что система-то знает, что будет. Вот и ответ. Вот когда люди только столкнулись с первым опытом во время духовных практик, и они, безусловно, подходят к людям более опытным и вот прям носятся с этим. Скажите, а вот те переживания, с которыми я столкнулся, это уже духовное видение или не духовное видение? Вот в этом же и есть уже первая опасность того, что человек Конечно. жаждет этой магии. Ну, поэтому система их и ловит. Почему? Потому что необычные какие-то проявления — это то, чего жаждет наше сознание. То есть для чего? Для того, чтобы обрести какую-то большую индивидуальность, выделиться из толпы, превзойти, стать альфой. Ну, человек обладает экстрасенсорными способностями. Да? Он же уже не такой, как все. Он может видеть другого человека, чувствовать, воспринимать его, видеть, где какая проблема со здоровьем или какие мысли у него, какое настроение у него. Ну, это ж уже интересно, понимаешь? То есть вот многие начинают заниматься, ну, в том числе и духовным развитием для того, чтобы получить это как дар. Ну и вот во многих религиях это называют еще даром Бога. Подождите, магия разве это дар? Магия для святых это было наказание. И для любого нормального человека это наказание. Это еще одна уловка на пути, на которую ты отвлекся, вложил свое внимание. А что значит вложил свое внимание? Ты отдал свою жизнь магии. Друг мой, у тебя не останется энергии на жизнь. Понимаете, в чем дело? Очень просто.
Мало того, что мы кормим образы, мы еще начинаем усиленно свое внимание вкладывать вот эти вот иллюзорные проявления какой-то необычности. А что здесь необычного? Ну, понимать, что думает человек, оно тебе надо. Пойми, что ты думаешь, и кто тебе эти мысли вкладывает. Да тот же, кто ему вкладывает, тот и тебе вкладывает. Конечно, ему легко это сделать, чтобы ты их понял. Предвидеть завтрашний день, извини, если ты живешь как раб у шайтана, конечно, ты будешь предвидеть завтрашний день. Почему? Потому что ты раб шайтана, он знает, чем ты будешь заниматься завтра. А вот когда ты духовно свободный человек, шайтан не знает, что будет через мгновение с тобой, потому что ты свободен, он не имеет над тобой власти. Вот к чему надо стремиться. Разве не об этом говорили? Да, говорили о том, что вот эти иллюзии, все эти образы — это сродни того, что обрезаются крылья Конечно. для того, кто хочет взлететь в духовную Да, высь. да, да. И вместо того, чтобы стать ангелом, спорхнуть в небеса, ты становишься, извини, мой друг, подобен гусю, обыкновенному домашнему, которому система или крылья обрезает, или кирпич подвешивает. Ты прыгаешь, дергаешься, а участь проста. Пойдешь на обед самой системе. Стоит ли оно того? Вот простой вопрос. Какие-то неординарные способности. Знаете, что самое ценное и самое выдающееся — это обрести жизнь. Вот что самое важное, а не погоня за магией. Хотя у некоторых, конечно, знаешь, они всю жизнь на это тратят для того, чтобы обрести какую-то магическую способность, чтобы уподобиться кому-то. Ну это ж… Игорь Михайлович, а почему пророк был против чудес? Да и все посланники Божьи, в принципе, А к кто? чудесам относятся Конечно. так, ну скажем, с опасением. Потому что все чудеса, которые здесь происходят, они делаются сатаной. Или же человек должен обладать такой силой духовной, чтобы заставить сатану что-то сделать. Это мир материи. Любое здесь, любое передвижение, скажем, одной материи в другую сторону — это энергия, которой распоряжается сатана. Это мертвая материя, а не живая. А жизнь принадлежит Богу. А человек обладает и жизнью, и смертью одновременно. Лишь от собственного выбора как личность человек может обрести или жизнь выбрать, или выбрать, извините, субличность. Он не умрет после смерти. Вот в чем беда. Но и живым не станет. А это еще хуже, чем умер бы. Очень важно действительно следить в себе вот эти моменты, то, что вы как рассказывали, встречаются люди, легче стало в твоем присутствии, или голова перестала болеть в твоем присутствии. Вот побыл с тобой, и вот такие Она ж, уловки. знаешь, на манию величия это давит, Конечно. возносит человека в собственных Бесконтактное мыслях. лечение такое Ну прям. да, я герой. И вот говорят, если человек там рядом с высокодуховными людьми, он таким должен быть. Да? То есть он же рядом с великими, как же ж он может на то скатиться? То есть вот великий, значит, должен его защищать от демонов. Друзья мои, все мы люди, вот просто люди, и каждый индивидуален. Давайте вот просто вспомним. Это я не хочу, скажем так, на кого-то наговаривать или еще что-то. Давайте вот просто вспомним историю. Да? Был Иисус Христос, который показывал кое-что, да. Там зрение возвращал, жизнь Воскрешал. возвращал, да. Что Он говорил ученикам Своим? Он говорил, что вы после Меня сделаете гораздо больше, чем я. Да. Он говорил, я всего лишь вернул зрение человеку, а вы будете давать духовное зрение. Я всего лишь воскресил мертвого, а вы будете жизнь людям давать. Гораздо больше, я говорю. И как некоторые из тех, кто были рядом и слушали его, поступили. Давайте честно говорить. Как вознесли себя. Симеон Чудеса возьмем, да. Ведь что его привлекло? Чудеса. внешне. И как они распиарили, и как они заставили людей верить в то, что даже когда он идет, и тень его коснется, если смертельно больного, он выздоровеет. Что больше делал, скажем, в трехмерном мире Иисус Христос? Он людей воскрешал. И кто из апостолов воскресил мертвых? И мы снова находим, что это Павел и Петр.
Ну, это можно писать что угодно, знаешь, бумага вытерпит все, воскресил он мертвых. Мертвые не оживляют. Но это не относится к докторам. Они просто не дают живому умереть, телу, не больше. Правильно? Да. А там уже полное уподобление, даже превзошел во многом. Ну, Иисус Христос, Он еще старался, прикладывал усилия, да, как-то там Да. лечил, еще что-то делал. А этот просто идет и тенью своей. Это ж представляешь, какой святой человек, сколько силы у него. А нам сознание еще предлагает вообще бесконтактное лечение, не то что тенью. Ну, это а тоже. просто Да. своим присутствием. А сколько, извините, а давайте честно говорить, да, вот наши друзья были с нами, учились, шли по духовному пути, достигали хороших результатов. А потом вдруг у них открывался дар бесконтактно лечить людей. И они обретали способность даже по фотографии воздействовать на людей. И где они? Простой вопрос. Почему их нет на духовном пути? Свернули. Знаете, это острая тема. Если бы это был один случай, это можно было бы закрыть глаза, но когда их уже целый ряд этих случаев, человек получает силу, которую он может перенаправлять на других людей. Но чья это сила? Ведь они знали и понимали. Ну насколько интересно, да? Становиться таким сильным магом, когда ты можешь воздействовать, когда ты можешь возвращать здоровье и забирать его. И когда это хорошо оплачивается, и когда пред тобой, извините, трясутся другие люди от страха. Смотри, как заманчиво. Власть. Что нормальные люди, они просто сошли с пути, с правильного пути. И вопрос у меня в другом. И каково им сейчас живется? И вот теперь они это знают. Вот практически все. Ну, сейчас потянутся скоро еще к ним добавок. Простой вопрос. Жаль, что мы не можем их показать, и чтобы они сами рассказали. У нас табу на магию. Ну, помимо того, что вот идет проект вот этот, да? По изучению. По изучению. Ну, это по изучению. Это не имеет отношения к настоящей магии, друзья. То всего лишь проект изучения, как люди сами, это не наши участники. Наши участники изучают магию в контроле теней. Для того, чтобы тем, кто вот люди первого типа, им тяжело дойти, знаешь, вот для понимания, что есть другое. И вот через науку, через исследования они доходят до того, что есть что-то. И вот когда они загоняют свое сознание в тупик фактами, говорят, ну как же, вот человек делает, вот тот делает. Раз есть магия, значит есть дьявол. Да. Раз есть дьявол, значит есть и Бог. Ну и таким способом тоже некоторым удается стать на путь истинный, духовный путь. А еще, Игорь Михайлович, вот такой момент, что помимо магии наблюдается следующее явление, что ребята, когда становятся на духовный путь, они хотят взять инструменты сразу посильнее. И вот когда спрашиваешь их, а почему вы не выполняете, например, аутогенную тренировку, не начинаете с этого, почему вы сразу же приступаете к практике пирамида? Они говорят, что, наверное, если взять инструмент посильнее, то из вот этих оков системы тебе удастся вырваться быстрее. Вырваться, да. Ну, здесь опять что играет? Мания величия, да, самоуверенность. А ведь мания величия, самоуверенность — это же как раз инструмент того же сатаны, да, который держит людей, который подталкивает их на это. И получается, что люди, не имея ни практики, ни опыта, они берутся за инструменты, которыми они не могут пользоваться. А потом же само сознание им рассказывает, говорят, ну что ты, ну вот, у тебя ж ничего не получается. Это или инструменты неправильные, или с тобой что-то не так. Ну редко, когда с тобой что-то не так. Это инструменты неправильные, а ты правильный. И все внимание концентрируется как раз-таки на том, что не получается. Вот не получается у тебя эта практика Ну пирамид. как оно получится? Ну давай представим простой пример, друзья. Вот представьте спортзал, да? Секция по боксу. Ну, приходит новичок. Он никогда не стоял на ринге, даже перчатки никогда не одевал. Первый раз одевает перчатки и говорит, ну чему учиться, да, все просто. Вот они перчатки, вот он спарринг-партнер. Ну все, бей, и все, бей посильнее и не стесняйся. И сразу давай вот с чемпионом мы сразу в спарринг пойдем. Ну так, да? Ну и каков результат будет? Простой вопрос. Вот знаешь, я тебе вот
Друзья, поделюсь из жизни. Вот мой личный пример. Мы занимались спортом в спортивном комплексе. Мы занимались одними видами там спорта, а рядом были тяжелоатлеты. Я уже КМСом был в то время, а там, ну, так, разрядники, молодежь. И они штанги тягали, и что-то вот, знаете, вот как, ну а что не поднять, да? Ну вот зашли, Ну, вот пошла. чего мы туда пошли, да, и вот на мужика, да, ну если те поднимают, ну как мы вот что, не поднимем, что ли? Поднял, ну чуть все связки не порвались. Так извините, это начинающий спортсмен, который прозанимался там всего лишь лет 5 тяжелой атлетикой, он подымал, а у меня уже за плечами хороший стаж был в спорте. Он легко подымал тот вес, на котором я чуть не надорвался, в буквальном смысле слова. А почему так? Вот простой вопрос. Потому что нужны Потому годы. что я здоровья. занимался другим Да, спортом, да. понимаешь? Я не подготовлен физически для того, чтобы поднимать вот такие тяжести. У меня нет ни техники подъема. Там же ж везде есть тонкость. И вот эти тонкости, они крайне важны, друзья. Поэтому не надо делать глупости. Вот берите пример, как правильно поступать и как неправильно не нужно поступать. Вот я поступил тогда неправильно. Игорь Михайлович, ну вот некоторые говорят, хорошо, не получается у меня индивидуально справиться. Возьмем вот эту практику пирамиды все-таки. Возможно, на встречах с друзьями, скажем, в коллективной такой практике получится больше. И вдруг ты сталкиваешься с тем, что эти ожидания твои, они не срабатывают. Тебе казалось, что ты сможешь синхронизироваться со всеми, а нет, не получается. Подожди, что значит синхронизироваться со всеми? При исполнении духовно-медитативных практик, да, то есть такие вот как пирамидка, там, четверик, да, когда собирается там человек, ну пусть даже 10 или там 500, не имеет значения, в одном помещении, достаточно тесном, и начинают выполнять эти практики. И иногда это надо, друзья. Для чего? Для того, чтобы понимать, как она делается, ну, чисто технически. Но совершить правильно эту практику не получится. Это индивидуальные практики. Понимаете? То есть, когда нас в помещении достаточно много, а помещение достаточно тесно, получается, что мы просто пересекаемся друг с другом на энергетическом уровне. Разве получится что-то? Не получится. Знаете, вот я бы это сравнил тоже. Извиняюсь за сравнение, но это очень точно будет. Вот представь, вот у нас, допустим, в помещение пришло там 20 человек, неважно. Нам раздали скрипки, смычки. И вот тренер или как педагог, да, по музыке, он нам говорит: возьмите ноту ля синхронно. Мы ее возьмем, если мы первый раз держим в руках скрипку и смычок. И что такое ля? Да, и что И такое где ее брать? И вообще, да, возьмите ля. Хорошо, возьмем, где она лежит, да? Ну что, не так? А от нас требуют, чтобы мы вот и прям синхрон. Ну, друзья мои, ну, знаете, духовный путь, он прост. Он реально очень прост. И он прекрасен. Но он требует дисциплины и требует, ну, по крайней мере, хоть немножко сдерживать своего шайтана, чтобы чтоб не навязывал он вам глупости на голову. Не стоит бежать впереди паровоза, вот честное слово. Почему? Потому что если человек не подготовлен, не знает, не владеет техниками, и браться за серьезные, я уже не говорю там духовные, даже за медитативные практики серьезно, это бессмысленно. То есть вы ничему не научитесь, у вас не получится, просто физически это нереально. Разве не так? Так. А всем ли нужно выполнять вот эту практику пирамиды? Опять вот пирамида. О ней написано, о ней рассказано. Да. Что пирамида, что четверик — это индивидуальные практики. И они необходимы для тех, кто не просто становится на путь духовный, а кто намерен идти дальше, в служение миру духовному. То есть вне зависимости от того, что человек обрел жизнь здесь, в этом мире, он остается служить миру духовному. Ну, знаете, это, честно говоря, это редкое явление. Мало кто так может.
А еще меньше, когда человек действительно настроен, и он уже готовит себя в служение миру духовному, который действительно стоит твердо. Вот ему нужна эта практика. Для чего им нужна эта практика? Это тонкий инструмент, которым он сможет использовать, ну, скажем, с другой стороны этого мира, понимаешь? Для того, чтобы стать вот тем крепким орешком и как можно больше отвлекать на себя вот этих сил ненужных, чтобы виноград целее был и жил, скажем, и зрел, пока не станет Зрел. сам орешком, Да, понимаешь? да. Вот в чем смысл. А у нас же, знаешь, как сознание, да я герой, я сейчас могу, это ж я ж быстрее куда-то приду. Ну, я проще скажу. Помогают ли эти практики или можно ли без них достичь мира духовного? Конечно, можно. Ребят, без любых медитаций, без любых молитв, без всего. Просто на генерации любви. Знаете, сколько людей достигло этого? А я вам даже скажу больше, ведь буквально 6000 лет назад никаких практик не было. Ну не было. Зачем они нужны были? Человек рождался, он уже познавал, что такое любовь, как любить Бога. Ему об этом рассказывали. Плюс он был окружен рабочими знаками, правильными, и он знал каждый знак. Знаете, это было в крови у людей, это была суть человеческая. Ну, потом все изменилось. И вот 6000 лет мы это все забываем и деградируем. И чем дальше, тем тяжелее и хуже. Разве не так? Ну это же так. И когда вот человек, знаете, вот сейчас неподготовленный, не знает ничего, тем более у него, ну, действительно, вот за счет информации, которую он получал от разных религий, даже если он был в поиске, как в действительности достичь там жизни, еще при жизни, скажем так, здесь. Он сталкивается с техниками, которые, ну я бы их, знаете, вот проассоциировал. Это вот когда очень голодные люди, они хотят есть, они видят еду, они слышат ее запах, они могут дотянуться. Почему? Она за стеклом. И отойти не может, потому что нигде больше еды нет. И здесь он ее видит, а взять не может. Вот простой вопрос, да? Ну зачем себя загонять в эту ситуацию? Когда ты запах слышишь, ты видишь, что кто-то делает, ты понимаешь, что он что-то может, а у тебя вот оно не получается. Это же, знаешь, это вот дестабилизирует, система на этом начинает играть. То есть, ребят, все должно по плану идти. Тогда все получится. Хотя, я же говорю, это не критерий. Опять, ну давай вот просто возьмем. Вот многие начинают синхронизировать там себя в работе в лотосе. Я понимаю Аллат. Аллат, да. А чем отличается лотос от аллата? И можно ли синхронизироваться в аллате и Можно и лотосе? нужно. И в Аллате это, Аллат это вообще это для всех. Что такое Аллат? Ну, вот если мы его, скажем, ассоциативно, да, это когда человек генерирует любовь, когда он отказывается от сатаны. То есть он уменьшает власть сатаны в этом мире. А если он может генерировать любовь, то на это время он не просто уменьшает власть сатаны, а он еще его, ну, как бы делает слабее, так скажем. Давайте представим, это вот засуха, вот просто засуха сильнейшая. И есть озерцо. И вот мы прыгаем в это озеро, да, то есть вот в чистый воду. Перед этим мы испытывали жажду, нам было жарко, самому приятно, хорошо, но плюс мы эту влагу выносим на сушу. И когда мы прыгаем в это озерцо, знаете, брызги летят, попадают на сушу. Ну это хорошо, полезно, приятно. Извините за такое сравнение, оно, ну, скажем, слишком мелкое для того, чтобы показать значимость Аллата, когда его выполняет масса людей. Но это действительно хорошо. Мне еще Это запомнилось, расслабляет. как вы говорили, что это когда мы все вместе взяли и послали, отвернулись. Ну, скажем так, От культурно сатаны. отвернулись от сатаны, да. Или проще, взяли и послали. Но только не на словах, а на деле, понимаете. Вот в чем. Вот это и есть. Хотя бы на время. Это действительно хорошо. А что такое лотос? Лотос — это очень серьезно, это духовная практика. Хотя начинается она же просто как Да, аутотренинг. И человек проходит все этапы, и аутотренинга, и медитации, и духовной практики, и до бесконечности. Можно его синхронизировать? Нельзя. Вот нельзя. Это индивидуальная практика.
Но почему его вот выполняют в группах, и он действительно дает колоссальный эффект. Но опять-таки, когда он работает тогда, когда все настроены на работу, когда все действительно стремятся и хотят. И тогда да, каждый ныряет на свою глубину. Вот опять, почему ныряют, друзья, испокон веков мир духовный, иной мир. Его сравнивали с водами. Мы ж сухопутные животные, мы не рыбы, мы живем на земле. И для нас иной мир — это вода, понимание вот нашей повседневной жизни. И вот поэтому ассоциативно сравнивали с водой. И вот представьте, вы в океан ныряете, в глубину, на задержке дыхания, скажем так, да? Потому что нырять же все равно приходится. Ну вот кто-то может нырнуть там на метр, кто-то на 2, там, кто-то глубже. А в начале пути вообще мы подходим только к этому океану, у нас появляется намерение, да? Мы чувствуем его влагу, мы чувствуем его запах, мы просто наслаждаемся, даже будучи рядом с океаном. И если он нас манит, и мы хотим в него зайти, а это уже намерение стать на духовный путь, да? То есть мы слегка что делаем? Мы заходим в воду. и свои стопы мы опускаем в воду. Мы чувствуем прохладную воду, всю прелесть этой воды. Ну так же самое в лотосе, все поэтапно, все постепенно. Потом мы заходим, ныряем с головой возле берега, потом дальше и глубже, уходя на глубины, так же? А потом мы уже учимся нырять глубоко и доставать бесценный жемчуг, привносить его в этот мир с того мира. Но это уже потом. Но когда группа ныряет, да, то есть вот давайте представим, группа пловцов, да, или ныряльщиков за жемчугом. Есть те, кто достают жемчуг, а есть те, кто учится. И вот здесь крайне важно, в чем ценность групповых занятий. Да? Каждый ныряет индивидуально. Не все ж на одной ноте или на одну глубину, скажем. Каждый индивидуально. Кто-то ныряет глубже, а ты не можешь нырнуть. Но лотос, он всегда фонит. Он всегда полон энергии, он всегда полон жизни. У тех, кто рядом это выполняет, не почувствовать это невозможно. Это, знаете, как дорога, она ведет, манит. И вот действительно ты погружаешься в эти прекрасные воды океана, а смотришь, что-то глубже уходит. Ты же понимаешь, что ему открывается другой мир, более чудный, более прекрасный. Там счастья больше, там радости больше. И естественно ты тянешься из последних сил. Воздуха не хватает, но ты тянешься. И с каждым разом все глубже, глубже и глубже. Но надо говорить и честно, ведь бывает и по-другому. Когда опытный ныряльщик не раз нырял, достал уже не одно ведро жемчуга. Но жизнь, ветер в голове, еще что-то, ну знаете, как друзья помогли, всякое бывает. И вот он словно обвязан пенопластом, да? Вот пытается занырнуть, а его вот это вот шатает на волнах под ветром. Океан под ним. Он идет в практику, но он нырнуть не может, причем пенопласт не пускает. А пенопласт — это все наши вот эти образы, мысли и все остальное. Ведь такое что же бывает? И вот здесь тоже разница есть. Если пловец опытный, и если он действительно стремится к Богу, действительно стремится в любовь, что он делает? Он продолжает бороться. Продолжает, Татьяна сказала, правильно? И в конечном счете он ведь в водах океана. Веревки намокают, расслабляются, человек становится скользким. И борясь, он вырывается, а пенопласт остается наверху, он уходит в глубину. Но бывает и другое, когда человек менее опытный, сталкиваясь с этим, он еще больше запутывается и не может нырнуть. Бывает такое. И нужно время для того, чтобы тут веревки перегнили, и пенопласт от него отпал. И такое бывает. Поэтому лотос — это очень глубокая, серьезная духовная практика на самом деле. И очень ценно вот это совместное выполнение этой практики, потому что, как вы когда-то сказали, есть те, кто создает вот этот азарт погружения. Конечно. Еще недавно ты стоял на берегу, Ты только думал. думал, Ты видел, как кто-то кто-то ныряет. Но когда ты видишь то счастье, ту прелесть, которую они преподносят, потом выныривают и дарят ее людям, и когда ты это чувствуешь, когда ты знаешь, знаешь, как стоять на берегу, не получается. Ныряют все. Ну, бывают и такие, особенно когда, знаете, вот группа только формируется, не сработалась, кто начинает задавать вопрос: зачем тебе жемчуг? Ну, бывает, вот собрались нырять, а кто-то вот с
с намерениями совершенно земными, вот тогда все сбивается. Вселяется Понятно, кто в умеет горизонт. нырять, тот ныряет глубоко. А другим, те, кто собрались только подойти к океану или ножки намочить, вот обязательно кто-нибудь начинает вот из таких, да? А зачем вы это делаете? Но на глубине голос сомнений не слышен от Нет, как людей. только человек занырнул с головой, власть сатаны исчезает. Вот чем прекрасен лотос. Знаете, на что это похоже? Вот если кто-то нырял, и тем более нырял глубоко, вот на пляже шум, детки кричат, все, достаточно нырнуть, и совершенно другие звуки, все меняется. И так это ж не глубоко даже нырнуть. А когда ныряешь еще глубже, то вообще все по-другому. Духовная практика белого лотоса, она прекрасна. Вот поэтому ее и назвали белым лотос. Потому что никакой грязи. Вот произрастает из болота, проходит грязные воды, и перед солнцем появляется белоснежный цветок, впитывая в себя именно солнечный свет и себя показывая во всей чистоте. И вот как его не пачкай, а грязь не прилипает. Эффект лотоса в этом смысле. Ну и вот в ассоциации с этим цветком, собственно говоря, и назвали эту практику. Хотя мы говорили, есть и другие, тот же круг, ну как-нибудь поговорим. Тоже интересно. А все, друзья, начинается просто с любви, с намерения. Если ты почувствовал даже или понял, что океан есть, я уже не говорю, ты его увидел или еще что-то, достаточно понять, что он существует, и ты к нему стремишься, то если ты стремишься по-настоящему, если ты чувствуешь, что ты человек, то ты обязательно, если будешь стараться, ты познаешь всю прелесть этого океана. Вот если человек действительно хочет, невозможно не обрести жизнь. Только если ты проиграешь сатане, только если собьешься с пути. Но чтобы не сбиваться с этого пути, друзья мои, есть очень надежный и правильный навигатор. Это любовь. И в действительности, если человек, ну скажем так, если он чувствует в себе эту потребность, так же как в служении, да? Вот если человек чувствует потребность делиться счастьем, радостью, делиться своими пониманиями, в действительности служить миру духовному, то ему ничего не помешает. Так же? Вот, несмотря на все трудности, которые сейчас у нас есть, мы все равно находим время, преодолевая очень многое, поверьте, для того, чтобы вот просто вот общаться с вами. Так же? Это и есть истинная любовь. Правильно. А нам от вас, друзья, ничего не надо. Но мы вот искренне говорим, мы просто делимся с вами своей любовью. Давайте просто вот делиться этой любовью друг с другом, несмотря на все наши трудности, несмотря на все проблемы, которые создает шайтан в этом мире. Он для того и нужен здесь, чтобы делать нашу жизнь сложнее, чтобы делать ее, знаете, такой невыносимой порой, что хочется сбежать. Ну вот если хочется сбежать, так давайте бежать в жизнь, а не в смерть. Или соблазняет, наоборот, делает ее настолько сладкой, что можно как муха влипнуть. И понимая это, друзья, давайте все-таки выбирать не ложку с медом, размазанную на столе, а безбрежный океан жизни. А для этого, друзья, нужно всего лишь любить друг друга. Начать с простого. Давайте начнем с простого. Просто любить друг друга. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Татьяна. Спасибо за любовь. Спасибо вам, друзья. Спасибо, что вы есть. И спасибо всем тем, кто есть, кто настоящий и верный, которые, несмотря на то, что пробуждается и магия, и масса образов и желаний, они остаются верными, честными перед Богом и идут твердой поступью по прямой дороге. Спасибо вам, друзья. Спасибо за то, что вы есть.